Всем привет! Исследуем события, явления, тренды, и иногда у меня реально сөз жоқ. Холодом повеяло из Павлодарской области. Во-первых, туда пришла настоящая зима с температурой минус 30 и ниже. А во-вторых, Экибастуз стал самой холодной точкой в регионе. Там что на улице, что в помещениях разница в несколько градусов. Причина – вышедшей из строя теплоэлектроцентрали. Поломка лишила жителей тепла, надежды и веры в будущее. Но надежды и веры в Экибастузе и без того было не так уж и много. Ситуацию принялись комментировать эксперты. Депутат Мажилиса Ерлан Саиров в прямом эфире не только рассказал, но и показал все, что он думает о ситуации с Экибастузской ТЭЦ. Проблема өте көп. Оның ең біріншісі. Что это было, депутату также пришлось комментировать. По его словам, харкнуть на землю его вынудил сильный мороз. Но полицейских Павлодарской области это не остановило привлечь его к ответственности. Саирова оштрафовали на 5 МРП. Депутат уложился с оплатой в 7-дневный срок и заплатил со скидкой 7657 тенге и 50 тиинов. Как видим, с основного баланса карты и Каспи бонусами. Не плевать властям Экибастуза на школьников. Чтобы те не мерзли в школах, их перевели на онлайн-обучение. Поэтому сейчас юным жителям для созвона нужны не только наушники с микрофоном, но и подштанники с начесом. Детей из Центра поддержки и Дома юношества эвакуировали в Павлодар, а в самом городе объявили режим ЧС. Мерзнущим экибастузцам начали помогать волонтеры развозить теплые вещи, одеяла и носки. Сотовые операторы решили предоставить бесплатную связь. Видимо, чтобы жители смогли круглосуточно греть друг друга жаркими разговорами о руководстве аварийного ТЭЦ. Душевные порывы продемонстрировали и представители партии «Аманат». Замерзающим жителям отправили обогреватели. В пресс-релизе указано больше 1000 штук. Но так и не уточняется, насколько больше. Отправили обогреватели на грузовике с натянутым баннером, отпечатанным буквально за сутки. Но зато экибастузцы не только почувствовали, но и увидели партийное тепло и заботу. Хотя с еще не пришедшими из столицы обогревателями нагрузка на электросети увеличилась чуть ли не в 2 раза. Как пишет Павлодар Ньюс, 32 мегаватта – это обычная средняя нагрузка, а в пик отключения отопления в городе она доходила до 52, что приводило к отключению света. Во всей этой истории оптимизмом преисполнен лишь исполняющий обязанности акима Павлодарской области. Посмотрите сами. Произошло трехкратное увеличение объема потребления воды, так называемая подпитка. Ну а чего обогревать? Входная дверь Скакова вот так не выглядит. ТЭЦ в Экибастузе находится в частных руках. На восстановление денег из бюджета выделять не надо. И в этом вопросе лично ему остается лишь посыпать голову пеплом, возможно, от той самой ТЭЦ. Ну и еще запускать дроны. Запустили несколько дронов и выявили 10 мест повреждений, на которые мобилизованы ремонтные бригады. Сейчас они устраняют повреждения. 10 мест повреждений теплосетей.
и это по ним не стреляли. Может, нам надо было трубы менять, а не название улиц и столицы? Хотя теперь можно выделить бюджет на переименование Экибастуза в Антарктиду. Говорят же, у нас есть свои Альпы, горы в Алматы, своя Швейцария, Боровое. Теперь будет и своя Антарктида. Экибастуз с неработающей ТЭЦ. 2022 стал испытанием на прочность энергосистемы Казахстана. Год начался с массового отключения света в Алматы и во всем южном энергоузле, включая энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана. В марте на Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась труба. В начале ноября из-за поломки на ТЭЦ в Риддере без тепла остались 20 тысяч человек. Далее поломки поменьше, но не менее настораживающие. Вышел из строя один из котлов на центральной котельной в селе Боровской Костанайской области. Сбой оборудования случился на ТЭЦ в Усть-Каменогорске, а на Жидкозганской теплоэлектроцентрале вышли из строя сразу два котла. На Экибастузском энергетическом предприятии сейчас идет расследование. Специалисты выясняют, кто виноват и что делать. Хотя в Минэнерго уже есть ответ на все эти вопросы. Главным виновником называют низкие тарифы. Кажется, нашим представителям Минэнерго можно уже продавать свои курсы по созданию новых источников дохода в любой непонятной ситуации. В одном из выпусков «Сосжог» мы разбирались, почему у казахстанцев половина зарплаты уходит на еду. Судя по всему, вторая часть теперь грозит уходить на оплату услуг ЖКХ. Напишите в комментариях, что вы думаете о тарифах на коммуналку. Но надо признать, доля правды в заявлении Минэнерго все же есть. Все оборудование, ТЭЦ и прочие станции, дающие тепло и свет, достались Казахстану со времен советского прошлого. В стране не построили ни одной теплоэлектроцентрали с 1991 года. Большинство из них требуют ремонта. Но, как заявляют представители естественных монополий, сегодняшние тарифы не покрывают расходов на обновление. По мнению экспертов, если государство и дальше будет жестко сдерживать тарифы, то есть риск столкнуться с целой серией техногенных катастроф. Нет у меня долгов, так же, как и у многих жителей. Куда делись деньги, которые должны были обменивать теплотрассы вот эти вот, чтобы город пережил зимы? Другая часть экспертов считает, что обновлять энергосистему Казахстана можно за счет нетарифных источников. Высказываются мнения, этими активами могут быть деньги ЕНПФ, либо безвозвратные целевые вложения Нацбанка. И пока эксперты спорят, а акимы запускают дроны, в правительстве принимают решение передать проблемный ТЭЦ в государственную собственность. Всего в частных руках сейчас 22 предприятия из 37. Средний возраст ТЭЦ 61 год, треть отработала полвека. По данным профильного ведомства, средний износ основного оборудования составляет 66%. Страшнее всего на ТЭЦ Уральска, Тараза, Кентау, Кызылорды и Степногорска. Там техника обветшала на все 80%. Но в Жаңа Казахстане мы стремимся только к 100% показателям. Поэтому понаблюдаем еще за спорами наших экспертов, а потом понаблюдаем за выросшими счетами за комуслуги. Мы все-таки казахстанцы вообще уже давно пришли к мирскому созиданию. Для обновления энергетической отрасли в Казахстане вводили программу «Тариф в обмен на инвестиции». Она существовала с 2009 по 2015 год. С ее помощью в эксплуатацию были введены больше гигаватта новых мощностей и восстановлено 1500 гигаватт. Все ли доходы передавали на развитие ТЭЦ, достоверно неизвестно, но лишь перечислим тех владельцев теплоэлектроцентралей, на которых произошли аварии. ТО «Экибастуз Теплоэнерго», которая управляет Экибастузской ТЭЦ, дочерняя структура «Павлодар-Энерго», входящего в состав акционерного общества «ЦАТЭК». Эта компания принадлежит Александру Клебанову, одному из самых состоятельных людей страны. Он входит в число 50 богатейших бизнесменов Казахстана. Петропавловская ТЭЦ с рухнувшей трубой также принадлежит этому же предпринимателю. Усть-Каменогорская ТЭЦ находится в собственности ТО «Казахстанские коммунальные системы», которые контролирует также олигарх Динмухамед Идрисов. С такой ситуацией в энергосистеме страны так и хочется остановить тех, кто планирует навести порядок у родителей на антресолях. Ни в коем случае не выкидывайте телогрейки, фуфайки и другие теплые вещи. Также можно запастись советами, как согреться при низких температурах. Побольше есть, это даст энергию и тепло, пить чай, использовать специальные обогревающие девайсы.
Ну или на худой конец согреваться, как тибетские монахи. Практика называется тумо. Нужно визуализировать тепло внутри себя, пока из маленького огонька воображаемое пламя не вырвется наружу и не согреет вас. И, похоже, с нынешней экономической ситуацией последний способ самый предпочтительный. У меня все сжег, и еще увидимся.